Эта бедная женщина рожает твоих детей. Если у тебя произойдет запор, ты не сможешь даже в туалет сходить. А родить ребенка равно смерти. Она рожает тебе не одного ребенка, а нескольких. Не просто рожает, но и ухаживает за ними. Она оберегает тебя от прелюбодеяния, убирает твой дом, готовит тебе еду. Выбрала именно тебя из тысячи и тысячи мужчин, соглашаясь с твоими условиями. Посвятила себя целиком. На что ты вообще мужчина, если не можешь терпеть маленькие капризы этой бедной слабой женщины? На что ты мужчина? Поэтому на некоторые ругательства женщины не надо обращать особого внимания. Не стоит разбираться в ее словах. Некоторые мужчины опустились до того, что придираются к каждому слову жены, запоминают каждый поступок, тем самым презирая и понося ее. Это же женщина. Твоя мама тоже женщина. Твоя мать точно такая же. Нет никакой разницы между ее естеством и естеством твоей жены. Твоя жена — это женщина, и твоя дочь тоже женщина. Когда-нибудь она тоже выйдет замуж, мой дорогой брат. Поэтому не оскорбляй женщин. Постарайся понять их капризы, их избалованность. Если утром она тебя ругала, вечером может улыбнуться тебе. Умей прощать ее. Женщина создана из ребра. Все видели, какое бывает ребро. Один ее конец бывает искривленным. Если ты попытаешься ее исправить, она сломается. Естество женщины кривое, как ребро. Пользуйся ею такой, какая она есть. Если ты хочешь исправить ее и сделать как мужчину, то совместная жизнь у вас не получится. Семья обязательно должна состоять из мужчины и женщины. Женщина слабая и бессильная, так относись к ней с уважением.